Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутии продолжается детская вакцинация против коронавируса. Прививку могут получить дети с 12 лет. О том, как организована прививочная кампания, какая может быть реакция на вакцину, кому нельзя ставить прививки, мы узнаем у гостей студии Лилии Багри, врача-педиатра, заведующей детским дошкольно-школьным отделением Якутской городской больницы номер 3. Лилия Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Профилактическая вакцинация против коронавируса с 12 лет. Кому из детей стоит привиться? Мы рекомендуем, естественно, прививаться всем. Прививку мы ставим с 12 до 17 лет включительно. С приходом новой волны, вот в этом году, было очень большое количество прироста заболеваемости детей. Как в 2000 году, в 2001 доля составляла около 15%. В этом году процент вырос на 4,5 раза. То есть это практически больше 50% заболеваемости являются дети. В основном дети, конечно, рекомендуем прививать таких детей, у которых есть какие-то хронические заболевания, потому что они реагируют очень тяжело на вирус, они попадали в больницы, даже попадали в реанимации. Рекомендуем также привиться даже здоровым детям, у которых есть младшие братья или сестры, потому что для них они являются, могут быть источником вируса. То есть это дети садовского возраста, которые входят в садик. Также мы рекомендуем прививаться, кто общается со старшим поколением. Это наши дедушки, бабушки, потому что у них вирус протекает очень тяжело, у них много сопутствующих заболеваний, они серьезно от этого страдают, попадают в больницы, попадают в реанимации. И сейчас, пока у нас идет спад заболеваемости, волна снизилась, мы рекомендуем сейчас в данное время получить вакцину. Вакцина у нас двухвалентная, ставится в 2 этапа. И чтобы снизить риск заболеваемости между вакцинами, чтобы ребенок смог получить обе, и чтобы он не заболел в этот период, мы рекомендуем подходить детям и получать сейчас вакцину. А насколько тяжело дети переносят COVID-19? Раньше считалось, что дети переносят его легко, практически незаметно у них это все происходит, но с разными нашими штаммами выяснили, что дети также могут тяжело болеть. Особенно дети, в этом году было очень много детей в инфекционных больницах, практически она была переполнена, особенно в конце января. Половина детей болеют ярко, у них яркая картина, у них очень высокая температура, у них кашель, расстройство желудочно-кишечного тракта бывает. Дети, у которых хронические заболевания, они переносят достаточно тяжело, практически так же на фоне взрослых. Дети, которые, в принципе, у которых нет хронических заболеваний, они также могут тяжело болеть коронавирусом. Но больше половины, конечно, переносят намного легче. То есть это у них может быть 1-2 дня какая-то небольшая температура субфебрильная, небольшой кашель, насморк. Как обычное ОРВИ. Но у детей, у которых есть хронические заболевания, у них впоследствии может развиться также постковидный синдром, который требует достаточно серьезного лечения. И так. А каким детям не рекомендуется делать прививку от коронавируса? Так же, в принципе, как и любую другую вакцинацию, против коронавируса мы не рекомендуем ставить детям, у которых в анамнезе были тяжелые аллергические реакции. Это, например, анафилактический шок или отек квинки. Детям, которые находятся в данный момент и имеют какие-то инфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний, которые болеют сейчас в данный момент ОРВИ. Дети до 12 лет мы не прививаем. Дети, у которых, например, дети, которые получили недавно вакцину, другую, то есть по истечению 31 день мы можем вакцинировать таких детей. Если после инфекционного заболевания, если это было какое-то серьезное заболевание, мы рекомендуем 2 недели подождать, после этого подойти на вакцинацию. Если это было обострение хронического заболевания, мы рекомендуем также после наступления ремиссии через 2 недели подходить на вакцинацию. А если это был небольшой какой-то ОРВИ с незначительным кашлем, с незначительным повышением температуры, после нормализации здоровья нормализация температуры уже также могут подходить.
С осторожностью мы еще рекомендуем ставить детям, у которых есть серьезные нарушения печени, нарушения почек, сахарный диабет в декомпенсационной форме, также при серьезных нарушениях щитовидной железы, дети с эпилепсией, дети, у которых есть эндокардиты, перикардиты. С таким детям рекомендуется вакцинация с разрешением их лечащего врача. А какой вакциной разрешено прививать детей и подростков? У нас в России это всего лишь одна вакцина. Это вакцина Гамковид-Вак-М, которая прошла испытания здесь у нас. Она получила сертификат, и вакцину распространили по всем городам. Вакцина является комбинированная, это векторная вакцина. Она представляет собой ген, обездвиженный ген, который лишен способности размножаться. То есть при попадании в организм он не может вызвать заболевания у человека, он не может вызвать ложноположительные тесты на ПЦР, на ИХ-тесты. Он способен только проникнуть в клетку, начать синтезировать S-белок коронавируса, и в соответствии на этот ответ происходит иммунный ответ организма человека и вырабатываются антитела. Гамковид-Вак-М это практически является аналогом спутника Ви, который получают взрослые, но он облегчен в 5 раз, чем взрослая вакцина. То есть по исследованиям известно, что благодаря иммунной системе детской для такого количества вектора достаточно для хорошего иммунного ответа. И то есть это облегченная вакцина, дети переносят довольно-таки хорошо ее. А насколько эффективна вакцинация? Когда проходили все разные эти тестирования, вакцины с участием детей от 12 до 17 лет включительно, вакцина показала себя очень хорошо. Практически 100% детей, которым была введена вакцина, у них был хороший иммунный ответ, хороший ответ на вакцину. И иммунитет развивается на 42-й день после первой вакцинации. Вторую вакцинацию получает ребенок через 21 день. И достаточно хорошо зарекомендовала себя вакцина, и есть очень хорошие иммунные ответы на нее. А какая реакция бывает у детей на прививку? На прививку, так же как на любую другую прививку, это не обязательно против коронавируса, у нас классифицируются два вида реакций. Это местная какая-то реакция и общая реакция организма. При местной реакции это бывает небольшая гиперемия, небольшая боль в мягких тканях вместо укола. То есть при поднятии руки иногда дети говорят, что больно, при надавливании этого места. Такие реакции обычно бывают где-то в течение 48 часов и проходят довольно-таки легко, не требуют других медицинских каких-то вмешательств. Также бывает общая реакция организма. Это бывает какая-то слабость общая, небольшая температура субфебрильная. Потом бывает сонливость. Некоторые дети жалуются на головную боль, у кого-то суставы начинают болеть. Такие тоже реакции проходят в течение 48 часов. Мы можем порекомендовать либо какое-то жаропонижающее, либо обезболивающее в это время. А как записаться на прививку? Вакцинальный центр у нас был открыт с 28 января. Сначала он работал во Дворце детства. То есть сейчас мы переехали. Мы находимся на Петровского 10/1. Вход со двора, там у нас большой баннер висит. На первичную прививку мы детей не записываем, они сами подходят. Уже на второй компонент мы уже записываем, приглашаем детей. На второй компонент можно подойти уже по записи, мы там предупреждаем. Когда ребенок подходит на прививку, если это ребенок до 15 лет, мы, конечно, рекомендуем, чтобы он подходил с родителями, чтобы они обязательно заполняют согласие. То есть это добровольная бесплатная вакцинация у нас идет. А если ребенок подошел без родителей, то мы обязательно ставим в известность маму или папу, звоним всегда, предупреждаем, что такой-то, такой-то ребенок подошел, вы согласны на вакцинацию, да, они соглашаются. Ребенок заполняет самостоятельно согласие, заполняет обязательно анкету
сам. Потом анкета также заполняется с врачом. Производится медицинский осмотр. Это измерение артериального давления, измерение температуры тела, пульса, измерение кислорода в крови. Потом общий осмотр ребенка проводится, и потом уже врач делает заключение и дает разрешение на вакцинацию. Это при первой. Также потом на следующий день мы обязательно обзваниваем детей, как они себя чувствуют после вакцинации. Да. Ну, чаще всего у нас, да, вот бывают реакции, это в основном местные. Они могут сказать, вот рука болит или там голова вчера болела. Да. Затем через 3 недели мы звоним, приглашаем на вторую вакцинацию. Там уже ребенок может записаться в удобное ему время и подходит. Так, вакцинация у нас проводится с понедельника по пятницу с 9 до 16:00 по адресу Петровского, 10/1. А когда у нас началась прививочная кампания и сколько на сегодняшний день привито детей? Так, прививочная кампания началась 28 января. Так, у нас в Якутске поступило 500 вакцин. На данный момент у нас привита половина из этих вакцин. Как бы вот в первое время, в январе, был прямо очень большой всплеск. У нас и по 20, по 13, по 17, по 13 человек приходило каждый день только на первую вакцинацию. Сейчас как бы этот показатель немножко снизился, потому что волна вот прошла, да, люди как бы успокоились, подумали, что уже все закончилось. Но это не так. Мы как бы ждем еще волну. То есть коронавирус – это такая прорывная инфекция, которая обостряется именно у таких детей, которые не вакцинированы, да, кто не переболел. Она впоследствии, вот и по истечении 6 месяцев, вот особенно штат сейчас омикрон, он очень контагиозный, очень заразный получается. И мы сейчас ждем еще одну волну, то есть к концу марта, скорее всего, это будет в начале апреля. Поэтому мы призываем обязательно вакцинироваться сейчас, пока вакцина есть, пока она в свободном доступе, то есть и первый, и второй компонент в наличии, и вы можете подойти и получить вакцину. Также мы проводим, если у нас есть большое количество, то есть по школам, приезжаем в школы, берем с собой вакцины, приезжаем в школы отправляем это согласие, анкеты, они там, школьники сами заполняют уже все, и с готовыми к нам приходят. То есть это, если больше 10, больше 20 человек, вот мы недавно выезжали в 20-ю школу, где мы сделали больше 20 прививок, в МАШ, это международная арктическая школа, там делали, в 19-ю школу. Сейчас много заказов от школ-интернатов у нас есть. Они вот ждут тоже приезда детей и начала вакцинации. Лилия Борисовна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. О детской вакцинации против коронавируса мы поговорили с Лилией Багри, врачом-педиатром, заведующей детским дошкольно-школьным отделением Якутской городской больницы номер 3. Оставайтесь с нами.